Добрый день, с вами новостная служба Центральноазиатского телеканала. В студии вновь Андрей Рябченко, и сегодня в программе. Теракты в Кабуле, взрывы прогремели недалеко от российского посольства. Конец света по-таджикски. Для энергопотребителей Таджикистана вернулись средние века. В Узбекистане отменили выходные, теперь в субботу и воскресенье нужно работать в 2 раза больше. Длинные руки туркменских властей достают даже под землей. В Москве избит бежавший оппозиционер. В Таджикистане официально арестовано больше 2 десятков оппозиционеров, негласно же задержано более 200. США возводят в Туркмении посольство почти за $300 миллионов, а в Узбекистане завершается строительство тюрьмы экстра-класса. Накануне в Кабуле 2 взрыва прогремели в районе, где расположен парламент страны и посольство России. Целью боевиков был бывший губернатор провинции Гельмент Наим Белуджи, активно боровшийся с талибами. Пока известно как минимум о 4 пострадавших. Ответственность за теракт взяли на себя боевики движения «Талибан». Незадолго до взрыва боевики пытались штурмовать его дом. Завязалась перестрелка, после этого террористы-смертники подорвали себя у ворот дома губернатора. Однако чиновник не пострадал, он покинул дом за полчаса до нападения. Активизация талибана в столице и захват Кундуза на севере страны заставили соседнюю Туркмению принять серьезные меры. По данным альтернативных новостей Туркменистана, сейчас вдоль туркмено-афганской границы сконцентрировано до 70% всей боеспособной техники и вооружения сухопутных войск республики. И хотя официально Ашхабад уверен, что этого будет достаточно, чтобы отразить любое нападение из Афганистана, тем не менее на границу продолжает стягиваться техника и воинский контингент. В зону напряжения танки и тяжелое вооружение перебрасываются железнодорожными составами. Между тем из Москвы поступило предупреждение об опасности, исходящей из Афганистана. Николай Бардюжа заявил, что в АДКБ весьма озабочены такими опасными тенденциями развития ситуации. В непосредственной близости от границ государств-членов ОДКБ, всего в 70 километрах от границы с Таджикистаном. Рассматриваем эти события как реальную угрозу для стабильности и безопасности в регионе. Конец цитаты. Между тем, российскую военную операцию против исламистов в Сирии, хотя и молчаливо, но поддержали все страны Центральной Азии. Во всяком случае, никто не выступил против. Могут ли террористы серьезно заняться союзниками России, устраивая теракты в регионе и тем самым оказывая на Россию давление? Ждать ли активизации террористической деятельности ИГИЛ, Ан-Нусры и других экстремистов Центральной Азии? Квалифицированное мнение эксперта Дмитрия Верхотурова. В России не боятся то, что они там начнут какие-то предпринимать действия, какие-то, может быть, там устраивать операции. Ну, во-первых, мы это уже проходили. У нас все-таки прошло 2 войны в Чечне. Вот, и у нас есть некоторый опыт по противодействию, как и военный, так и со стороны спецслужб. Вот, поэтому если сейчас там по поводу этих сирийских событий они начнут активизацию, это, во-первых, приведет к тому, что удары в Сирии только усилятся. Вот, и, соответственно, нажим на них будет сильнее. Ну и будет жесткое противодействие в всех других регионах, куда они попробуют забраться. Генеральная прокуратура Таджикистана официально подтвердила арест 23 членов Политсовета и активистов оппозиционной партии Исламского Возрождения. Еще, напомним, несколько десятков человек задержаны при ликвидации группы генерала Назарзады. Однако источники сообщают, что негласно задержано в республике уже несколько сотен человек. В рамках общего громкого дела против партии Исламского Возрождения и по факту мятежа генерала Назарзады, который власти связали воедино, уже арестовано несколько сотен человек. Об этом на условиях анонимности говорят источники, приближенные к политактиву ПИФТ. Официальные обвинения в участии в экстремистской группировке предъявлены 23 оппозиционерам, партия которых была объявлена вне закона. В заявлении относительно ареста силовики подчеркнули, что в офисе партии было найдено 30 листовок с призывами к свержению власти. Почему потенциальные оппозиционеры-террористы были так глупы, что держали обличительные материалы на виду, или почему их было так мало, если они их производили, прокуратура не разъяснила. Также в ходе ликвидации сторонников генерала Абдухалима Назарзады арестовано несколько десятков человек, кроме тех, что были физически уничтожены. Точное число арестованных и ликвидированных до сих пор не названо. Причины секретности также не разъяснены. Против задержанных возбуждены дела
дела по букету статей, начиная от терроризма и заканчивая злоупотреблением властью и захватом заложников. Аресту подвергся также адвокат пифтовцев Бузургмехер Йоров, которого власти внезапно после того, как он начал защищать оппозиционеров, обвинили в мошенничестве. Когда ждать судов по делам оппозиционеров и мятежных военных? Могут ли объединить их рассмотрение в одно? Найдутся ли в республике еще смелые адвокаты, которые возьмутся за защиту оппозиционеров? Предположениями поделился специалист в области права, доктор юридических наук Шакирджон Хакимов. В отношении некоторых представителей политической и экономической элиты Таджикистана свидетельствует о том, что под различным предлогом стараются процесс проводить в закрытой форме. И очень бы не хотелось, чтобы очередной раз также под предлогом того, что инициировал возбуждение данного уголовного дела органы безопасности Таджикистана, он носил закрытый характер, поскольку не думаю, что в процессе рассмотрения по существу данного уголовного дела в суде будут затронуты какие-то вопросы, имеющие или затрагивающие интересы или секрет. Поэтому, я думаю, было бы целесообразно, чтобы он был открытым и имели представители неправительственных организаций и журналистское сообщество, и все желающие доступ к суду. Убедились, насколько процесс идет объективно, всесторонне и в полном объеме будут рассмотрены аргументы и доказательная база, которые будут представлены со стороны органов обвинения. Но следует заметить, что поскольку в условиях современного Таджикистана политика имеет преимущество над правом, очень трудно говорить, что органы правосудия могут осуществлять свои полномочия независимо и беспристрастно. Ну а пока власти в Таджикистане разыгрывают уголовные спектакли, в республике введен традиционный режим жесточайшей экономии электричества. Жители говорят, что в районе Куляба свет дают уже только на 4 часа в сутки с 6 до 10 часов вечера. Радио Озади приводит слова источника из энергокомпании Барки Тоджик, который признал, что указание об ограничении подачи электричества уже спущено сверху. По его словам, отныне жители районов Кулябской зоны будут получать свет 4 часа в утреннее и 5 часов в вечернее время. Однако жители говорят, что свет дают только на 4 часа в сутки с 6 до 10 часов вечера. За это время население должно успеть приготовить пищу, постирать, погладить одежду, выучить уроки, почитать книги, загрузить интернет, если он, конечно, у поселян есть. Все остальное время суток – возвращение в средние века с приготовлением еды на кострах, светом свечей и обогревом дома дровами. Романтика по-таджикски. Далее коротко о других ключевых событиях в Центральной Азии. Опубликована новая статистика российского ФМС. Согласно новым данным, в России из Кыргызстана находится более 520 тысяч мигрантов, и это на 6% меньше, чем год назад. Граждан Таджикистана в России более 960 тысяч, и это на 16% меньше прошлогодних показателей. Узбеков более 2 миллионов, но и это тоже на 17% меньше, чем в прошлом году. В наши дни в Казахстане двух братьев за убийство осудили по законам Казахской ССР. Дело в том, что они совершили убийство в новогоднюю ночь с 1995 на 96 год. Более 20 лет они скрывались и теперь осуждены по законам того времени, когда совершили убийство. В Туркмении прошел массовый субботник, давший старт осеннему озеленительному сезону. На улицы вышли около 300 тысяч туркменистанцев во главе с Гурбангулы Бердымухамедовым. В четверг в Кыргызстане пройдет футбольный матч между сборными Таджикистана и Кыргызстана. Киргизская сторона сообщила, что для охраны порядка будет привлечено свыше 3500 сотрудников органов внутренних дел и более 1000 военных. В
казахстанском Актау женятся братья-близнецы на сестрах-близняшках. Молодые познакомились в магазине во время покупки обуви. Ранее их семьи шутили, что обязательно поженят своих детей, только если найдут таких же близнецов. Только-только выпущенный из страны туркменский конезаводчик Гельды Кяризов, который долгие годы провел за решеткой, был не раз избит на родине, подвергался унижениям и пыткам, вновь был избит, теперь уже в Москве. Длинные руки туркменских спецслужб достали оппозиционера даже под землей, в прямом смысле слова. В московском метро на станции Царицына семья Кяризовых подверглась нападению группы неизвестных, которые говорили на туркменском языке. Один из них, подойдя к конезаводчику, прошипел ему оскорбление и напомнил о выступлении его супруги в Варшаве против режима Бердымухамедова. После он ударил Кяризова локтем в живот, побежал вверх по эскалатору и затерялся в толпе. Слежка за семьей конезаводчика велась открыто до нападения, ведется и сейчас. 266 миллионов долларов. Именно столько США готовы потратить на возведение посольства в Ашхабаде. Помимо самого диппредставительства, комплекс будет включать резиденцию морских пехотинцев. Баснословные средства Соединенные Штаты потратят на возведение комплекса зданий под эгидой посольства. В ансамбле будет здание посольства, резиденция морских пехотинцев, корпуса для персонала и другие постройки. Первый камень заложили еще месяц назад, однако официальное сообщение поступило об этом только сейчас. Проект строительства планируется завершить к июлю 2018 года. Для чего США строят столь мощный комплекс в Ашхабаде, с которым не такое уже активное дипломатическое сообщение? И зачем в нейтральной Туркмении для американских дипломатов понадобились морские пехотинцы? Мнение эксперта Дмитрия Верхотурова. У американцев есть, конечно, страсть к большим посольствам, то есть они практически во всех странах стараются сделать большой комплекс зданий, то есть там большой участок земли. Например, в Астане там огромное как раз американское посольство строится. Вот, и, как правило, американские посольства – это центр разведывательной деятельности. То есть там оборудование стоит и различные системы, там резидентуры их работают, иногда даже они там держат какой-то небольшой вооруженный контингент на случай там всяких неожиданностей. Но это специфическое, конечно, мышление американского департамента, которое превращает посольство в такие крепости. Вот, я не думаю, что это, скажем так, позитивное влияние, и что, скажем, такая сильная держава, как Соединенные Штаты, они должны себя вести таким образом. Узбекистан отменяет выходные дни, субботу и воскресенье. Отныне в эти дни работать нужно в 2 раза больше, не 8, а 16 часов. В условиях кризиса отдых – непозволительная роскошь, считают в республике, особенно во время хлопковой страды, особенно для выгнанных на поле бюджетников. И хотя официального распоряжения об отмене выходных дней нет, тем не менее по факту в выходные дни на полях власти требуют в принудительном порядке выходить в 2-3 раза больше людей. Местные власти сгонять на хлопок уже должны не по 3 человека с Махали, а по 10-15. Многие студенты и учителя отправлены на поля с ночевками, им поставлены палатки прямо в полях, чтобы не отвлекаться от работы, сообщает Азадлик. Если же сотрудники прибыли от частной фирмы, то она сама должна позаботиться об их ночлеге и питании. Подтверждаются факты вывоза на поля и несовершеннолетних. А в Ташкентской области Узбекистана завершается строительство первого в республике, да и, пожалуй, во всей Центральной Азии, следственного изолятора международного класса. Тюрьма, построенная в форме звезды, позволит надзирателям применять минимум усилий для наблюдения одновременно за несколькими тысячами заключенных. Согласно международным стандартам, минимум 7 квадратных метров должно приходиться на одного человека в тюрьме. В камере при этом должно находиться не более 4 человек. Оборудованы камеры должны быть одноярусными кроватями и необходимой мебелью. Заметим, что эти требования существенно превышают положение не только в тюрьмах бывшего СССР, но даже и в общежитиях для студентов, а зачастую и в квартирах. Всего в Узбекистане 11 следственных изоляторов, 35 колоний и 1 тюрьма. Общее количество заключенных, расходы на их содержание являются государственной тайной. Кстати говоря, расходы на строительство нового СИЗО экстра-класса также не раскрываются. Это были актуальные новости Центральной Азии. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До следующей встречи.